Год назад, 4 августа 2023 года, не стало выдающегося сына народа Саха Михаила Ефимовича Николаева. Первый президент Якутии открыл новую страницу истории для республики, сделав ее одним из самых перспективных регионов России. На новом для республики посту Михаил Ефимович сделал много. При нем появились Академия наук Якутии, Диагностический центр медицины, Центр охраны материнства и детства и многое другое. Михаил Ефимович Николаев, да, это выдающийся наш земляк, все его прекрасно знаете, да. Он родом сам из села Актемса Хангаласского улуса, и как настоящий патриот, да, он всегда уделял развитию своего Хангаласского улуса. Поэтому мы, хангаласы, им очень гордимся, чтим его память. За более чем 10 лет правления Михаила Ефимовича он стал отцом современной Якутии. После отставки экс-президент продолжал свою политическую карьеру в статусе представителя республики в Совете Федерации и депутата в Государственной Думе России. Многие запомнили Михаила Николаева как патриота своего региона. Во-первых, это самый любящий, заботливый папа и дедушка в нашей семье, конечно. Мы всегда будем помнить его доброту, мудрость, чувство юмора и жизнелюбие. Вот до конца нашей памяти он останется таким в наших сердцах. Во время траурных мероприятий, проводимых в селе Чапаево, глава Якутии С. Николаев отметил, что Михаил Ефимович по праву считается истинным сыном якутского народа, провозгласивший приоритет человека, его просвещение, его нравственное и жизненное благополучие, главным смыслом и целью нашего развития, нашего движения вперед. Какой, безусловно, была фигура нашего первого президента. Значение его дел, мыслей еще долго будет помогать нашей республике идти вперед. Михаил Ефимович никогда не любил, знаете, заходить в что-то старое. Он всегда любил строить новое. 4 августа 2023 года республику потрясла новость о кончине Михаила Николаева. Тогда проводить в последний путь выдающегося человека пришло много народу. Ровно через год в селе Чапаево Хангаласского района, где захоронили Михаила Ефимовича, прошли заупокойные мероприятия. Глава республики С. Николаев отметил, что первый президент стал создателем новой Якутии. Безусловно, он заслуживает увековечения своего имени. 13 ноября 2023 года я подписал указ об увековечении памяти нашего первого президента. Тогда поступили сотни, даже может быть, тысячи разных предложений самых разных уголков нашей страны, республики, коллективов, граждан. Вот мы тогда все это отработали и суммировали в этом указе. И все, что написано в этом указе, обязательно будет исполнено. Указ предполагает создание в Хангаласском районе научно-технологического кластера «Ленский край» с технопарком для проведения научных исследований, присвоение в установленном порядке имени первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева санаторию Блеск-Чегда. Это только малая часть, что планируется сделать, чтобы сохранить имя Михаила Ефимовича для будущего поколения. Там возникнет новый межвузовский кампус университетов, в который он вложил свою душу. Там возникнет новый кинопавильон, который тоже будет символом его мудрости, прозорливости, когда он в начале 90-х создал нашу якутскую кинокомпанию «Саха-Фильм». Вот буквально на днях мы определили, что в начале этого проспекта на пересечении с Сергелявским шоссе возникнет площадь Михаила Ефимовича Николаева с прекрасным памятником в его честь. Основным проектом по увековечению памяти первого президента станет площадь, носящая имя прославленного сына якутского народа. Специальной комиссией было выбрано место. Так, на пересечении Сергелявского шоссе и проспекта Михаила Николаева в скором времени облагородит новое общественное пространство. Сегодня в рамках объезда планировалось осмотреть будущую площадку. В дальнейшем будет проведен архитектурный конкурс на разработку концепции по уже уточнению границ земельного участка и размещения объекта. Соответственно, концепция. Там достаточно большая площадь, она сейчас примыкает к ипподрому. И, конечно же, с учетом того, что в том районе у нас будет создаваться новый инновационный центр столицы, уже сейчас видно, Арчийский центр строится, скоро начнется строительство кинопавильона,
Будет также в планах и строительство межвузовского кампуса, дальнейшее обустройство территории ипподрома. Конечно же, вот это должно стать таким местом очень важным для развития города Якутска. Не забывает Михаила Ефимовича и на родной земле. Главой Хангаласского района в том году было подписано распоряжение, согласно которому в каждом муниципальном образовании появилась улица, носящая имя первого президента. В городе Покровске уже открыта площадь Николаева. И на сегодняшний день памятник уже готовится, и мы планируем 27 сентября торжественно открыть памятник первому президенту нашему Михаилу Ефимовичу Николаеву. Памятник будет 2,5 метра в высоту, бронзовый, да, скульптор у нас Огоняров. В принципе, по графику все успевают. В каждом муниципальном учреждении Хангаласского района создали уголок памяти Михаила Ефимовича. На исторической родине экс-президента будет возведен мемориальный комплекс, представляющий собой 2 стелы белого цвета с его скульптурой. Колонны, олицетворяющие ленские столбы, будут видны с разных уголков села. На сегодняшний день Фонд будущих поколений, да, директор Егоров Владимир Анатольевич, они подписали соглашение о разработке проектно-сметной документации. На сегодняшний день мы еще должны внести предложение, да, и в этом году по мемориальному комплексу мы должны завершить проектно-сметную документацию, и со следующего года уже будет выделено финансирование с республиканского бюджета на строительство мемориального комплекса здесь, в селе Актемс. Мы очень довольны всем решением нашего Илдархана. Они всегда очень мудрые и самые лучшие, я считаю, с нашей точки зрения. И сейчас он сказал, что определено место установления, определения новой площади, которая будет названа в честь его имени, и установлен памятник. А также вот сейчас мы переговорили о том, что идет разработка проектно-сметной документации по вот этому мемориальному комплексу, и на следующий год это будет построено здесь. С момента кончины Михаила Николаева в адрес комиссии по увековечению его имени поступило свыше 1000 предложений. Как отметил руководитель Николаев-центра, работа ведется не только государственными органами, но и общественными организациями. Так на свет выходят книги воспоминаний его соратников, создаются фильмы и уголки памяти. В постоянном представительстве республики при правительстве России будет воссоздан рабочий кабинет Михаила Николаева. Вы уже вышли на свет 3 книги «Время Николаева». Я благодарен своему народу. Изготовлен фильм «Путь президента». Он будет показан 27 сентября, День государственности республики. Установлена государственная награда во славу и пользу республики. Соответствующий закон и указ главы республики уже вышли в мае 2024 года. Также в день своего рождения Михаил Ефимович всегда вручал стипендию талантливым ученикам и учителям, деятелям культуры и искусства. «Знанием победишь». Эта стипендия стала государственной, и она будет вручаться в день его рождения ежегодно. Соответствующее постановление правительства уже вышло в нашей республике. Семья, как увековечить? Мы многие вещи, и вот сейчас орден, который вручили ему от Международного комитета «Дети Азии», мы сегодня передаем в Николаев-центр, чтобы имели возможность смотреть все. Также все его награды, они переданы и в Николаев-центр, и выставляются в сокровищнице, везде для открытого доступа всех желающих. Михаил Николаев открыл новую страницу истории для своей родной республики и сделал все, чтобы о Якутии узнали не только в России, но и в мире. Все созданное Михаилом Николаевым продолжает существовать, а память о выдающемся человеке будет сохранена на многие годы.